Babagildi Afganov, graduate of the Ashgabat Art School, People's Artist of Turkmenistan Babagildi Afganov started his artistic journey at a young age. He became a student of the prestigious Surikov Art Institute after serving in the military. He joined the faculty of mural painting in his second year. Currently, Mr. Afganov lives and works in Ashgabat. Я был в каком-то в сером пиджачке, зашел, я даже не обратил, и вдруг он говорит, вот в этом я тебя буду писать. Помню, такой, знаете, бесцветный, такой сероватый, от черного, ну, разбеленный черный, короче говоря. Ну, особенно он не стал там придавать мне такую позу, просто встал и писал. Ну, писал, по-моему, он не очень долго. Обычно он писал долго. По-моему, тут неделя, по-моему, я ходил к нему. И портрет получился довольно живой, похож на меня. This portrait of Babagildi Afganov was created in 2002. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto. И Майя Аймедовна, я помню, у Дурды стоял такой большой стул, или кресло, по-моему, даже не стул. Я сейчас даже не знаю, где это находится, наверное, где-то у вас, да? Ручной работы. Да, ручной работы. Мы иногда так подшучивали над Дурды-Байрам. Это что, для кого? И все такое. Он так говорит, ребята, подождите, есть кому тут сидеть. Ну, там на этом стуле, по-моему, никто не сидел. Никто. А? Кроме Майи. Да, кроме, оказывается, это все припасли для Майи Аймедовны. Это я потом понял. Она вот приходила и сидела. И, кстати, шло это ей, вот это ей шло. Никому не приходило в голову. Вот этот самый... Да, это что-то ее подчеркивало, так сказать. Вот. Они как бы дополняли друг друга. Никому там не приходило в глупый вопрос. Как-то это что за ерунда? Не идет, мол, понимаете? А ей это шло. Все-таки великая актриса, это ей шло. Очень много писал портретов. По-моему, у него около 1000 портретов, да, он писал. Больше? Да. Я же говорю, ни дня без работы. И особенно вот в то время писал он портреты, не портреты, натюрморты. Кстати, эти натюрморты мне очень нравятся. Особенно вот эти последние натюрморты. Как бы он плавал там свободно, как у себя в стихии. Он как бы раскрылся, что ли, в то время был. Было такое ощущение, что ему было в удовольствие писать. Он даже нам не давал есть, Алмамедова. Мы иногда приходили так вот, за его счет. Я говорю, что на свадьбу, что ли, готовишься? Он, оказывается, собирался писать натюрморты. Целый пол был покрыт яблоками, представляете? Я сперва думал, как, что это такое? Вообще не представлял себе конечный результат. Яблоки, гранаты. Яблоки, гранаты.
Да, потом я потом удивился, кстати. Это превратился на самом деле в очень большое искусство. Это очень красиво. И до сих пор я под большим впечатлением вот от них, между прочим. Он уже писал, как бы вам сказать, цветом, чувством он писал. Вот трудно было поверить человеку столько лет, и что он может вот раскрыться, понимаете? Как будто другой человек пишет, как будто другая рука уже. Да, было такое ощущение, что он в конце вообще стал очень большим мастером. Тут без стеснения нужно сказать. Все считали за честь позировать Дурду-Байрамову. Не кому-нибудь, а Дурду-Байрамову. Ну, портреты, как бы вам сказать, мне показалось, что вот людей искусства как-то они лучше у него получались. Как-то, может быть, он их больше знал. Вот помню портрет этого Атагельды Гариагдеева, он, по-моему, их писал несколько раз. Несколько раз. Он, видимо, ощущал какую-то потенцию, что он что-то еще он может сделать. И Берды Амансахатова он писал, помню, но он уже, по-моему, с первого раза их. А вот Атагельда Гариагдеева он писал несколько раз. Я помню очень хорошо, вот актер Аман Ага, его звали, по-моему, он детские эти передачи он проводил по телеку. Как-то иду по коридору, они целую охапку одежды несут вот с женой. Ну там, по-моему, 10 или 15 костюмов. А я думаю, что это такое? Что они купили или куда-то они переезжают? Это, оказывается, они идут к Дурду-Байрамову. Он собирает их писать портреты. И вот они отбирали, в чем они будут позировать. Это там 15... У него, оказывается, у этого мужика 15 костюмов, представляешь? Сколько есть? Сколько есть, да, сколько принес. И они, помню, отбирали. Вот. И писал он довольно долго, по-моему, месяц. И был такой актер, но он уехал, по-моему, куда-то в Латвию или Литву, или Белоруссию, я не знаю. Вот мне он очень нравился, такой носатый мужик, портрет, очень симпатично, вот, на мой взгляд, получился. По-моему, они знали друг друга еще давно, может быть, тоже детдома, ведь, видимо. Мерген Ниязов, да, видимо, тоже, он знал его. Было не очень много людей, с которыми они разговаривали так близко. Он, кстати, вот принадлежал к одному из них. Еще архитектор был, его друг. Карахан, да. Вот у них отношения несколько. Вот он как бы при встрече с ними у Дурды как будто сходилось лицо. Вот все. И он превращался уже вообще в другого человека. У меня было такое ощущение. Серьезно. Видимо, они дружили, или, может быть, детство у них было совместное, вместе они. И, видимо, это как-то отражается и на портрете. Он был очень хороший. На меня вот как-то это произвело очень большое впечатление. Я помню его, как бы, работу с училищем, кстати. Я в то время слышал вот от других ребят, в то время, говорит, Дурду-Байрамова по вечерам выгоняли с класса. И даже директор ему специально устроил как бы недельный отдых, понимаете, чтобы он как-то не испортил совсем свое здоровье. Это сейчас, если кому-нибудь сказать, вот этим сейчас нынешним студентам, никто не поверит этому. Незаметно, понимаете, окно открыть и заходить, потом до утра работать. Это нужна какая любовь? Сейчас трудно это представить. И главное, он вот это чувство сохранил до конца. Вот это интересно.
Последняя работа это вообще было, по-моему, грандиозным событием. Там даже, по-моему, негде было ходить. Как бы там были коридоры, понимаете? Это так мало кто, по-моему, я вообще не помню за свою жизнь вот такую выставку. Вот. Последнюю выставку Дурду Байрамовича, вот портреты в честь 75-летия. Это вообще такой выставки я не помню. Даже республиканских вот столько не собирал. И столько работ не было. Это было на самом деле, и народ отнесся к этому с пониманием. Все они поняли вот настоящий масштаб Дурду Байрамова, между прочим. И он там выразил себя полностью. И последний день я его помню, как-то он Вот зашел, расскажите вот это вот, как зашел вы, он да. как-то последний раз ко мне в мастерской. Баба говорит, что-то я ощущаю себя плохо. И с тех пор как-то я его уже не видел. Потом уже целый месяц я смотрел в сторону его мастерской. Вот думаю, он сейчас выйдет. Было такое ощущение. Извините. Для меня он был очень дорогим человеком. Вы, естественно, дети, но для меня он был очень дорогим. Потом как-то Сарахт говорит, что-то, баба, заходи ты к ним. Что-то он уже трижды тебя вспоминал. Я вообще, честно говоря, не знал, что он уже в таком состоянии. И мы даже вообще не знали, слышали, что он куда-то уехал. Подумали, что он умер. Да. Оказывается, он, по-моему, он там недолго, что ли, он пробовал, или месяц там. Потом мне Сарахт говорит, заходи к нему. Я зашел уже. Ну, через 2 дня, по-моему, он умер. И в то время говорили, что, говорит, ты что ли делилась, вот дядя Баба голодает, почему бы тебе тоже не заняться этим? Так, говорит, у него есть нечего, поэтому... Мы сидим в мастерской, у кого-то, я помню, все жалуются, вот, блин, подорожало кофе очень сильно. Я тут же брякнул. Ну, я говорю, это вообще-то мы раньше пили, теперь будем пить кофе. Это, я говорю, проблемы Дурду Байрамова. Будем пить, я говорю, это проблемы Дурду Байрамова. Сейчас, вот я же говорил, что Дурду Байрамов мог целыми днями работать и никогда не интересовался, возьмет ли он за это денег. Понимаете, он не для денег работал. Нет, у него была потребность выразиться или выполнить какую-то миссию, заложенную в нем, понимаете, от Бога, может быть. Ну, сейчас уже портретистов, кстати, нету уже вообще. А вот это всегда вот как-то вот у художников, и сейчас бы иногда думаешь, так и хочется, вот как при Дурду Байрамове, мы у него собирались. Весь Ашхабад, там были художники, писатели, композиторы, киношники, там вообще и русские, старые актеры, музыканты. Как-то там другая атмосфера была. Так и вот сейчас вот такой атмосферы скучаешь, вот уже нету. И уже некому этого собирать, кстати, некому собирать это. Да и людей не осталось больше. Да, для нас он будет примером. И эту память надо сохранить, сказать всем, кстати, да, чтобы они знали.